Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. С 5 по 8 сентября во Владивостоке состоялся 7-й Восточный экономический форум. По его итогам Якутия стала лидером по сумме привлеченных инвестиций среди регионов России. Это 338 миллиардов рублей в рамках 40 соглашений. Всего на полях форума было подписано 296 соглашений на сумму свыше 3 триллионов рублей. Какие проекты по итогам Восточного экономического форума уже начнут свою реализацию в этом году, расскажет гостья студии Майя Данилова, министр экономики Якутии. Майя Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Форум призван содействовать ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но в условиях санкционных вызовов значение макрорегиона стремительно растет. На ваш взгляд, как нынешняя геополитическая ситуация повлияла на Дальний Восток? Безусловно, на фоне изменившейся геополитической ситуации обсуждалась новая архитектура мира. Да? Тема форума была на пути к многополярному миру. И здесь даже вопрос стоит не в том, что нужен разворот России на восток, да? А вопрос в том, насколько быстро этот разворот произойдет, насколько быстро будет создаваться здесь инфраструктура. Да? Инфраструктура имеется в виду это Северный морской путь, Восточный полигон, да? Либо даже та же Тихоокеанская железная дорога, да, которая должна вывести на экспорт уголь с Эльгинского месторождения. Вот эти вопросы обсуждались в рамках сессии Восточного экономического форума. И это, безусловно, развитие трансграничных территорий. Да, и здесь была такая интересная инициатива Минвосток развития России, которую озвучил Юрий Петрович Трутнев. Это создание международных территорий опережающего развития. На трансграничных территориях будут по условиям межправительственных соглашений определенные создаваться механизмы. Значит, это связано с технологиями, сертификацией продукции, да, с ее реализацией, с возможностями применения там, третейского суда, да, различные механизмы, которые могут быть реализованы в рамках международных вот этих вот территорий опережающего развития. Ну и, безусловно, бизнес показал, значит, о том, что на территории Дальнего Востока он остается, и не просто остается, а инициирует здесь новые проекты, и об этом говорит, как вы уже отметили, огромное количество соглашений в целом заключенном на Восточном экономическом форуме на сумму более 3 триллионов рублей. Если ранее, значит, на предыдущих форумах это был 1 триллион, 1,5 триллиона, то сейчас уже 3 триллиона. Это, безусловно, говорит об интересе, да, к Дальнему Востоку. Ну, если продолжать тему Дальнего Востока, Якутия – это самый большой регион не только на территории федерального округа, но и во всей стране. Скажите, как участие Якутии в Восточно-экономическом форуме повлияло на ход заключения, возможно, каких-то соглашений? Какие были особенности? В этом году, значит, участие республики стало, безусловно, успешным. Самым успешным заключено соглашение на сумму более 330 миллиардов рублей. Это в десятки раз больше, чем в предыдущие годы. И, конечно же, это говорит о том, это сигнал инвесторам, да, о том, что здесь можно, значит, развивать бизнес. И бизнес это слышит, понимает и идет в республику. Да. И об этом говорит не только мы, да, но, например, Корпорация развития Дальнего Востока. По ее данным, значит, Якутия является лидером по соотношению планируемые инвестиции и фактически осуществленные. То есть среди всех субъектов Российской Федерации на Дальнем Востоке, в республике, те проекты, которые заявляются, они реализуются, безусловно. Восточный экономический форум — это не только соглашение, это те сессии, на которых обсуждаются очень актуальные темы. Я бы хотела, например, отметить сессию о Северном завозе, потому что республика являлась инициатором, да, законопроекта, который сейчас на федеральном уровне обсуждается, о Северном завозе. И
те инициативы, предложения, которые внес Асен Сергеевич, участвуя на этой сессии, должны быть уже закреплены в непосредственно федеральном законе о Северном завозе. Ну, такие вот практические результаты, да, получаются в результате участия республики на ВЭФе. Если говорить все-таки о соглашениях, какое из них становится самым знаковым для республики? Самым крупным соглашением стало соглашение о создании минерально-сырьевого центра в Арктике, в арктической зоне Республики Саха-Якутия. Это соглашение было заключено 4 сторонами. Наверное, ни одно из соглашений на ВЭФе не было таким многосторонним. Подготовка к нему шла, конечно, очень долгое время. Надо было согласовать все условия всех 4 сторон. Это Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Минвосток развития Российской Федерации, Росатом и вот Республика Саха-Якутия. Да, объем инвестиций тоже колоссальный, это 235 миллиардов рублей на создание так называемого Устьянского горно-промышленного кластера в арктической зоне Республики Саха-Якутия. И вот на сессии Росатома данный проект был назван энергетическим сердцем Арктики. Да? Этот проект предполагает, что на месторождениях, значит, которые уже есть в распределенном фонде, да, тоже вот крупное месторождение золота Кючус, месторождение олова ручей Терехтях, и есть еще масса, значит, месторождений в нераспределенном фонде, да, будут, значит, структурированы таким образом, чтобы инфраструктура была обеспечена за счет атомной станции малой мощности, да, которая планируется в Устьянском районе разместить, и тот поток налоговый, да, который будет генериться данными месторождениями, он позволит обеспечить социальную инфраструктуру в арктических районах, транспортную инфраструктуру. Да, мы говорим об аэропорте, об, значит, углубительных работах, о речных портах, да, которые находятся в Устьянском районе, ну и также на перспективу о, значит, дороге с Тампонского района, дорога Яна в круглогодичном формате. А если взять более мелкие, но не менее важный, потому что каждое соглашение направлено на то, чтобы повышать качество жизни и условия, да, для жителей Республики Саха-Якутия. Это, например, конституционное соглашение, которое было заключено между Прошкола, это дочерняя, да, организация ВБРФ, на создание комплексного адаптивного центра в городе Якутске. Этот комплексный центр со школой, с детским садом, с интернатом для детей с ограниченными возможностями. На месте вот 34-й СКОШ на Сергеляхском шоссе города Якутска. Этот проект привлекает средства федерального бюджета, и, соответственно, он позволит уже к концу 2024 года ввести такой, наверное, уникальный объект в целом в Российской Федерации, потому что таких адаптивных комплексов еще, начиная территория нашего государства, не отмечена. Скажите, а реализация каких проектов будет начата уже в этом году? Из всех соглашений, наверное, нужно отметить тоже Салахское месторождение, которое было презентовано, да, во время презентации инвестиционного потенциала республики. Есть такое обязательное мероприятие, где мы рассказываем о тех проектах, которые, значит, инициируются на территории республики. И вот был осуществлен запуск Салахского месторождения в 4-м квартале. Это угольное месторождение в Южной Якутии. Планируется, что, значит, в 2025 году объем, значит, добычи угля составит 6 700 000 тонн с этого месторождения. Да, это проектная мощность его. Сейчас уже инвестор подвел дорогу к этому месторождению 67 километров. И в 4-м квартале уже начнутся первый экспорт угля с этого месторождения. Вот, наверное, да, точно начнется. А если говорить о подписанных соглашениях на Восточном экономическом форуме, имеется в виду, что ранее
Были ли уже какие-то реализации на территории нашей республики? Конечно же, в предыдущие годы 6 форумов прошло, и на них заключались соглашения достаточно такие знаковые. Да, я хотела бы отметить то, что касается промышленности. Это освоение Верхнемунского месторождения алмазов. В чем заключалась особенность его? В том, что дорога с Удачного до месторождения позволила сделать этот проект вообще реализуемым. Дорога строилась за счет средств федерального бюджета. Да, такое заключение в свое время было заключено на Восточном экономическом форуме, и сейчас мы имеем устойчивые объемы добычи алмазов на этом Верхнемунском месторождении. Из предыдущих, наверное, еще бы отметила, вот в прошлом году был запущен, значит, Табалахский энергетический комплекс. Да, это замещение, модернизация дизельной электростанции в Верхоянском районе. И инвестор, который, значит, осуществил этот проект, сегодня уже отмечает, что если предполагалась экономия на уровне 30% по дизельному топливу, то сейчас вот, в течение года он получил экономию 50% по дизельному топливу, это 10 миллионов рублей. Это, конечно, очень эффективный проект, и эти проекты будут развиваться. В целом с Русгидро планируется модернизировать 72 такие вот дизельные электростанции, и установить на них вот эти гибридные установки, которые нам позволят экономить дизельное топливо. То, что касается еще применения, значит, возобновляемых источников энергии, наверное, еще и с нашими японскими партнерами, да, это строительство ветродизельной установки в поселке Тикси, и она тоже позволила сэкономить до 500 тысяч тонн дизельного топлива. Это, конечно же, огромный такой вклад в энергосберегающие технологии, которые применяются на территории республики. Ну и масса других соглашений. Тарынское месторождение тоже было осуществлено, запуск его тоже на Восточном экономическом форуме. Масса проектов еще на стадии реализации. Я просто говорю о тех проектах, которые уже реализованы. Майя Андреевна, и в завершение нашей с вами беседы первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков на встрече с генеральным директором компании Дом РФ Виталием Мутко подписал соглашение о совместной реализации пилотирования и оценки многоквартирных жилых домов. Что вы можете сказать по этому проекту? Это проект, который, наверное, очень пионерный, да, для России в целом. Он предполагает, что при строительстве, при проектировании многоквартирных домов будет применяться определенный стандарт ГОСТ-Р, это зеленый стандарт при строительстве домов, и определенные критерии должны быть выдержаны, да, при соблюдении этого стандарта. Что-то за критерии, например, это при архитектуре и планировании участков, да, это то, что касается зеленых насаждений, да, что, как комфортно, удобно было бы для жителя данного многоквартирного дома вообще в целом существовать в этом доме. Да. Это касается, стандарты касаются применения энергосберегающих технологий, и этот стандарт касается и организации, и управления строительством, да, потому что мы привыкли, когда идет стройка, везде шум, гам. Здесь, значит, будет определенный стандарт, который, значит, связан с шумом, да, с уборкой территории во время строительства. Да. И вот, конечно же, для города Якутска это будет в пилотном режиме, и 2 микрорайона, микрорайон Звездный и микрорайон Илин, это в 31-м квартале города Якутска, который сейчас застраивается республиканским ипотечным агентством, будут соответствовать этим стандартам. Посмотрим, что получится. Действительно, остается только ждать реализации окончательной проекта. Я благодарю вас за очень интересную беседу. Спасибо, что нашли время, чтобы стать гостьей нашей студии. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.